Как известно, бензин будет дорожать. Теперь решили обратить внимание на газ. Сзади меня ценник стоит 22 рубля 50 копеек. Мы решили побывать в гостях у людей, которые устанавливают газовое оборудование. Насколько все-таки выгоднее ездить на газе? Что такое газовое оборудование? Что за газ используется в вашем оборудовании? Газ у нас смесь газа под пропан-бутановская смесь. Какое октановое число у нашего дорогого газа? Цифр нету, так что я не могу утверждать, какое у нас октановое число по газу. А так по стандарту 100 должно быть октановое число непосредственно от бензину. Ну, октановое, то есть выше 95-го? Да. И самое главное, в случае сгорания топлива играет ваше оборудование, я правильно понимаю? Да. Прежде чем мы берем машину, мы ее сначала диагностируем, машину. Мы проводим полностью диагностику машины. Допустим, клиент приходит, и у него сразу такой вопрос возникает. Вот я машину купил, вот, допустим, у меня машина 2 миллиона стоит. Я газ сюда поставлю, эксплуатация моего двигателя насколько уменьшается. Если двигатель полностью исправен, он вообще практически газ никакого не мешает. То есть он не влияет на работу двигателя и на его износ, я правильно понимаю? Не влияет. Это от того, что мы на сегодняшний день имеем 4-е поколение оборудования. Мы когда имели 3-го поколения, там мы настраивали все на слух, дедушки способом, подкрутили, на газ нажали, работает двигатель прекрасно, не работает. Все зависело от мастера, да? Да, ну да, просто не было такого оборудования. Мы используем BRC, компании чисто итальянское оборудование, очень надежные форсунки, железо очень хорошее. Единственная, которая компания на сегодняшний день, которая выпускает форсунки мембранные. Если хотя бы человек, который немного понимает в машине, открытие форсунок идет бензиновых 2,5 до 3 миллисекунд. Есть, конечно, машины, которые работают по нижнему порогу, там 0,5 миллисекунды. Вот. Мембранные форсунки, почему они скорострельно называются? У них открытие форсунок 1,5 миллисекунд, порог нижний. Из-за этого он может работать именно с любой машины практически. Перед нами газовый баллон. Это на определенную машину? Да, это троидальный баллон 94 литра. Производство Балл-Сити. Конструктивно мы даже клиенту предоставим такое, что он не потерял ни в салоне, ни места. Мы его будем ставить вниз вместо запаски, его практически будет не видно, и он никогда не помешает клиенту. Вообще, какие баллоны сейчас существуют? Ну, да, цилиндрический и тороидальный баллон, наружный и внутренний. Самый маленький сколько вообще? 35 литров. 35 литров? Да, тороидальный баллон. А он сколько вот весит? Ну, он где-то вот такой баллон. Баллончик, можно сказать. Если брать статистику, у нас часто, например, недавно пожары были, да, 2 машины из-за газового оборудования сгорело. Это говорит о том, что это было поколение прошлых лет или как? Здесь зависит степень безопасности, которая установлена на оборудовании. Взять по баллону до капотной части, и самое безопасное, это, наверное, мы имеем вот этот мультиклапан. Здесь 4 степени безопасности. Здесь уже ничего не сработало, уже, никакие электроника, ничего не сработало, ничего. Выстреливает вот этот клапан. А он что делает? Блокирует что ли? Он выстреливает. Лишний газ он выпускает. Баллон. Да, с баллона, чтобы баллон не взорвался. И чем мы можем и похвастаться, наверное, и, наверное, это вот, наверное, клапан вот этот, электромагнитный клапан. Так, и что он делает? Здесь у нас получается вход, выход газа. Вот. Когда магистраль или повреждение магистрали, трубок, теряется давление в баллоне, у нас стоит, я вам покажу датчики, которые отвечающие как раз за них. Когда теряется давление, он срабатывает, сюда питание не приходит и блокирует газ. То есть газ не поступает? Не поступает. Не надо, раньше, как ходили, мы крутили эти крутилки. Помню. Помните, может быть, да. Сейчас вот стоит вот такая прекрасная вещь, электромагнитный клапан. То есть получается, сколько систем защиты? Вот первая система защиты, вот она, это клапан.
вторая система защиты кран, вот этот, который ручной, можем уже поправить, если этот. Это третья защита, которая взрывается при лету. И сами болты. Болты сделаны на вид ненадежно. Ненадежные болты их. Это для чего? И они очень короткие. Почему это болты, когда уже клапана не сработали никакие, клапана не срабатывают, болты у них до того они доработали металл, что не выдерживает резьба и выстреливает клапан. Болты просто не выдерживают, они выстреливаются. Все, и получается клапан вылетает в трояние этого газа получается. И баллон просто не взрывается. Это именно вот этот мультиклапан от BLC, это наши фирмы. Основная часть, допустим, у многих мультиклапанов, у них крутилка стоит. У них нет электромагнитного клапана, как имеем мы, и нету сброса большого. То есть нету автоматической реакции на нарушение подачи газа, да? Нету. Мы посмотрели клапана, посмотрели баллоны. Баллоны, я так понимаю, в зависимости от марки машины. Да. И по размеру. Вот, допустим, мы баллон поставили, теперь мы ведем нашу трассу. У нас трасса, термопластик, но на сегодняшний день он не расслаивается. А он не расслаивается? Да, и выдерживание температуры минус 100 градусов. Наружная защита, потом оплетка и сам, получается, вот сама трубка, в которой потечет газ. Мы довели, значит, топливную магистраль до клапана. Вот он у нас клапан стоит. И фильтр стоит. Клапан, это для чего он нужен? Здесь вот на этот стоит датчик. Это вот у нас датчик давления и температуры. От этого датчика и будет зависеть работы мультиклапана электромагнитной. Если он от этой части до баллона увидит утечку, резко упадет давление в магистрали, он даст команду в блок управления, что проходит утечка. И он блокирует. Он блокирует. Да, оттуда уже блокирует. С баллона заблокировал, и поступление газа мы не имеем доступа. Большинство машин у нас имеет два бака, если на газе ездит. Газовый и бензиновый. Да, то есть владелец машины может перейти на бензин, да? Четвертое поколение, он до того, наверное, хорошо прописан, программа его, то что водителю практически ничего делать не нужно. Вообще ничего не нужно? Да. Я помню, как мы бегали. Все делает оборудование. Вот он сделал, показал утечку. Он автоматом переведет на бензин? Да. Или же надо... Нет, он автоматом переведет на бензин, и вы даже не почувствуете, что он перешел. У вас будет единственный звуковой сигнал. Вам выдаст. И на датчика, что вы... Кнопка, где очень хорошо видно его, всегда за рулем вы ездите, и он всегда стоит вот на виду. То есть он дает понять владельцу о том, что мы сейчас едем или на бензине, или на газу. И если есть резкое переключение на бензин, это говорит о том, что есть утечка или как? Да, что газ закончился, либо утечка. Вот верхняя лампочка, она показывает, на каком виде топлива вы едете. Либо на бензине, либо на газу. А вот нижние 4 кнопочки, если видно будет вам, она и показывает уровень топлива. Датчик своеобразный. Да. И вот вы представьте, едете, и у вас всего 2 лампочки горят, вы знаете, что у вас полбака, но у вас автомобиль перешел на бензин. Причина. Либо у вас с оборудованием что-то случилось, либо утечка. Мы, допустим, когда отдаем машину, мы эксплуатацию машины, потом объясняем, что происходит и как работать, в каких ситуациях, как оно будет вести и что для этого надо сделать. Каковы гарантии вашего сервиса? Мы даем на форсунки 150 тысяч километров на вот эти форсунки. Гарантия идет по, как мы его, грубо говоря, называем, по железу. Редуктор, клапана, это дается 100 тысяч километров. Но есть такое, как ТО. Мы вам говорим, что каждые 15 тысяч вы должны приехать на ТО. Мы даем вам сервисную книжку, где отмечаем, когда машину отдаем, километраж, дату установки, мастер, кто ставил это. Все, отдали вам эту машину. Через каждые 15 тысяч вы должны приехать. Если вы свои условия не выполняете, мы свои не выполняем. Сколько все-таки стоит ваша установка? Прадик, 4 цилиндра, 2,7 объем двигателя, баллон троидальный,
Внешнее заправочное устройство обойдется где-то в районе 50 тысяч. Условия практически у нас у всех одинаковые, вне зависимости премиум машина класса или обычного машина. Здесь просто получается, что платим мы, наверное, в первую очередь за безопасность. Единственное, что могу сказать, при переходе на газ, чтобы сэкономить на топливе, все-таки безопасность прежде всего. И я думаю, когда вы выбираете это оборудование, подумайте о себе и о своих близких.